Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Я также приветствую наших уважаемых телезрителей. Сегодня мы продолжаем наши уроки истории, посвященные истории татарского народа. Если помните, на прошлой неделе мы поговорили о разных направлениях татарской общественно-политической мысли, политических партиях, движениях, деятельности мусульманской фракции в Государственной Думе Российской империи. Сегодня мы продолжим эту тему и поговорим о том, насколько изменилась татарская политическая мысль, в целом общественно-политическое движение к 1917 году, и рассмотрим очень непростые, интересные проекты самоопределения татарского народа или в форме национально-культурной автономии или национально-территориальной автономии. Правда, этих проектов было достаточно много, все они порой кардинально отличались друг от друга, но всех их объединяла одна идея. Это восстановление государственности татарского народа, повышение его самосознания и сохранение культуры. К 1917 году татарское общественно-политическое движение было уже достаточно зрелым. И я бы сказал, опытным и в политической деятельности, и в парламентской деятельности в рамках Государственной Думы. Оно сильно отличалось от общественно-политической идеологии, общественно-политического движения более раннего периода, а именно 1905-1907 годов. Тому было несколько причин. Одна из главных, безусловно, заключалась в том, что за период после 1907 и до 1917 года ситуация в Российской империи сильно изменилась. Повысился общий уровень политической культуры населения Российской империи. Возникло, как мы с вами говорили об этом, большое количество политических партий. Возникла мощная политическая мысль. Возник парламент в России, и это, безусловно, сыграло определяющую роль в формировании общественно-политических движений не только в, собственно, крупных городах Российской империи, в столичных городах и, конечно же, на ее национальных окраинах. Мощным катализатором стала февральская революция 1917 года, которая привела, как известно, к падению самодержавия в Российской империи, и многие народы Российской империи связывали, кстати, вот с этой революцией очень большие надежды в форме самоопределения или в виде национально-культурной автономии, или национально-территориальной автономии. Вот на таком общем фоне активизации общественной и политической жизни в целом в России, национальных окраинах, происходят существенные изменения и в татарском общественно-политическом и национальном движении в целом. Если вы помните, мы на прошлой неделе, анализируя различные направления татарской общественно-политической мысли, четко выделили несколько направлений, а именно радикально-демократические, это социалистические партии, это либерально-демократические, это деятельность мусульманской фракции в Государственной Думе, это деятельность партии Иттифак аль-Муслимин, в целом татарский либерализм. Мы также выделяли отдельное крыло и консервативного направления. Так вот, к 1917 году идеология татарского либерализма постепенно нивелировалась. Не все знают, был такой интересный эпизод сразу после февральских событий, когда проходил очередной съезд Конституционно-демократической партии России, то есть кадетов. На нем выступил лидер татарских либералов Садри Максуди и заявил, что татарские либералы и дальше будут продолжать сотрудничать с партией кадетов. Вот буквально через несколько дней после такого заявления лидера татарских либералов Временное бюро российских мусульман, а был такой создан орган, сразу после февральских событий неожиданно выступил с осуждением такого заявления Садри Максуди, и Садри Максуди был вынужден выйти из состава ЦК партии кадетов. И на этом мы говорим, что этап сотрудничества татарских либералов с российскими кадетами, очевидно, и завершается. С другой стороны, в этот период очень популярны были социалистические левые идеи. И мы с вами тоже об этом говорили.
лидеры левых направлений, Гаяза Исхаки, Фуат Туктаров, многие другие, которые к тому времени тоже накопили достаточно большой опыт политической деятельности. А не забывайте, что Гаяз Исхаки уже при жизни считался классиком татарской литературы. Они имели огромный авторитет среди татарского населения. Вот в целом я должен отметить, что левые идеи тогда были популярны не только в татарском обществе, они были в целом популярны в российском обществе. И татарские эсеры, представленные как раз вот этими лидерами, которых я назвал, они пользовались большим авторитетом, а это, в свою очередь, понимали и татарские либералы. Татарские эсеры также осознавали, что фигура Садри Махсуди, фигура других представителей либерального движения, которые зарекомендовали себя в татарском обществе как очень влиятельная политическая и общественная сила, также учитывали их огромный авторитет. И мы наблюдаем, что в этот период идет некое сближение различных направлений татарских политических движений. Вот как впоследствии вспоминал Гаяз Исхаки, я процитирую, времена Первой русской революции 1905 года, когда татары разбились на целый ряд отдельных групп и партий и даже вступали в русские партии, отошли в вечность. Они осознали свое единство. Вот именно после февральских событий 1917 года мы четко наблюдаем тенденции, которые постепенно привели к объединению различных направлений общественно-политических татарских движений. Именно в рамках этих движений и начинается работа по разработке моделей национально-государственного устройства татарского народа. Причем я хочу сразу оговориться, что концепций было достаточно много, оно и не случайно. Эти концепции, по сути, сводились к двум большим концепциям. Или создание обширной национально-культурной автономии, или концепции национально-территориальной автономии. Вот как раз те дискуссии и отразили эти направления, эти модели, которые обсуждались в ходе работы Всероссийских мусульманских съездов 1917 года. Различные подходы к формированию моделей национально-государственного устройства возникли уже в ходе работы первого съезда Всероссийского мусульманского съезда, который проходил в Москве в 1917 году. Проходил он с 1 по 11 мая. Причем материалы съезда показывают, что, во-первых, работа этого съезда вызвала огромный общественный резонанс во всем тюрко-мусульманском мире бывшей Российской империи. В частности, в работе съезда принимало участие более 900 человек, и, что интересно, 800 из них это были, собственно, делегаты съезда. То есть остальные 100 человек это были журналисты, представители ведущих тюрко-мусульманских газет, российских газет, общественные деятели в целом из российского общества. Но при этом я хочу подчеркнуть, что большинство съездов все-таки составляли мусульмане так называемой внутренней России. То есть это представители татарского и башкирского общества. Хотя в работе съезда активное участие принимали и представители Закавказья, Северного Кавказа, Туркестана, то есть Средней Азии, Казахстана современного. И с самого начала работы съезда наметилась достаточно серьезная дискуссия. Дискуссия по национально-государственному устройству России. Не забывайте, что этот период в России был тоже достаточно драматичным и достаточно непростым. Николай II отрекся от власти, самодержавие пало, Российская империя, по сути, уже разваливалась, и различные политические силы в России по-разному видели и будущее России. Вот примерно такие же тенденции, они были и в татарском обществе. В работе съезда принимали участие либералы, в работе съезда принимали участие эсеры, правые эсеры, левые эсеры.
И при обсуждении вопроса о государственном устройстве сразу выявились очень серьезные расхождения. И съезд разделился на две большие группы. Мы их называем группа унитаристов и группа федералистов. Вот унитаристы считали, что для мусульманских народов бывшей Российской империи наиболее приемлема национально-культурная автономия. Не национально-территориальная, а национально-культурная автономия. Сторонники национально-культурной автономии исходили из того, что решение национального вопроса в такой форме будет способствовать процессу единства тюрко-мусульманских народов Российской империи. То есть народы все очень разные, они находились на разном уровне экономического развития, политического развития, культурного развития. И с точки зрения унитаристов именно национально-культурная автономия, она и сможет объединить вот различную палитру культур тюрко-мусульманского мира бывшей Российской империи и тем самым сохранить единство тюрко-мусульманских народов. Если же, по мнению унитаристов, реализовать проект национально-территориальной автономии, то, по их мнению, данные автономии они приведут к полной децентрализации тюрко-мусульманского населения бывшей Российской империи. В связи с этим они предложили резолюцию, которая и определяла решение национального вопроса в форме национальной культурной автономии мусульман, я уже цитирую, созданием центрального органа мусульманского национально-культурного парламента, избранного на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права. В ходе работы съезда основной доклад по государственному устройству России делал сторонник унитарного устройства государства, представитель Северного Кавказа, известный политический деятель Ахмед Саликов. А, например, вот известный татарский общественно-политический деятель Фуат Туктаров, он был горячим сторонником создания федеративного устройства государства. Другое дело, что, как высказывался Садри Максуди, татары – дисперсная нация, то есть очень разбросанная нация. И создание в местах компактного проживания татар только одной автономии, оно приведет к дезинтеграции татарского общества. И поэтому унитаристы, Садри Максуди, он был сторонником создания широкой национально-культурной автономии с учреждением правительства, с учреждением национального парламента, но все-таки национально-культурной автономии. Когда вопрос поставили на голосование, то оказалось, что с этой резолюцией не согласны сторонники федеративного устройства России. Они предложили свой проект, свою модель будущего России в виде федеративного устройства России, которое состоит из отдельных территориальных автономий отдельных мусульманских народов. Кстати, вот 6 мая на съезде от Туркестана в качестве делегата с докладом выступил лидер башкирского национального движения Заки Валиди. Уже в своем выступлении Заки Валиди впервые огласил следующую интересную формулу, что при устройстве, будущем государственном устройстве России необходимо учитывать интересы и права на самоопределение даже самых малочисленных народов. Тем самым Валиди фактически выступил за башкирскую территориальную и культурную автономию. Развернулась дискуссия, она была достаточно долгой, достаточно острой, и большинством голосов делегатами съезда было принято решение о федеративном устройстве России, основанное таким образом на территориальной автономии. Однако в окончательном варианте большинством голосов было закреплено несколько, я бы сказал, такое компромиссное решение, а звучало оно следующим образом. Всероссийский мусульманский съезд
обсудив вопрос о форме государственного устройства России, постановил признать, что формой государственного устройства России, наиболее обеспечивающей интересы мусульманских народностей, является демократическая республика на национально-территориальных началах. Причем национальности, не имеющие определенной территории, пользуются национально-культурной автономией. Вот к этому времени стал очевиден процесс распада Российской империи. И как ни старался исполнительный комитет сохранить единство тюркских народов России, он, конечно же, не сохранился. Вот, на мой взгляд, уровень экономического, повторюсь, политического, культурного развития мусульманских народов России был настолько велик, что большинству было очевидно, что сохранить такое единство, наверное, можно только в культурной или духовной области, но не более того. И второй съезд мусульман, который проходил уже в июле 1917 года в Казани, он проходил без представителей Туркестана, он проходил без представителей Северного Кавказа и Закавказья. То есть представители этих регионов отказались от участия в работе второго съезда, Всероссийского съезда мусульман. Кроме того, в это же время второй Всероссийский мусульманский съезд башкирского народа, Башкирский совет, уже взял курс на провозглашение башкирской автономии. И в июле 1917 года в Казани съезд проходил, по сути, хотя он и позиционировал себя как Всероссийский мусульманский съезд, он проходил как съезд исключительно мусульман внутренней России, преимущественно татарского народа. Причем в Казани проходило одновременно 3 съезда. Это второй Всероссийский мусульманский съезд, это первый Всероссийский мусульманский военный съезд и съезд мусульманского духовенства. Второй съезд основным рассматривал вопрос о государственном устройстве России. Так же, как и на первом съезде, здесь присутствовали представители различных политических сил. Это были и татарские либералы, представленные Садри Максуди. Это были бывшие татарские эсеры, правые эсеры, представленные Гаязом Исхаки, Фуатом Туктаровым. Но здесь уже и была достаточно представительная делегация Мусульманского социалистического комитета. Это большевистская организация, которую возглавил Муланур Вахитов. Это новый политический деятель, который в этот период и сыграет ключевую роль вот в этих процессах. Вот по вопросу о самоопределении мусульман основной доклад делает традиционно Садри Максуди, лидер татарских либералов, который в отсутствии представителей из других регионов России и предложил провозгласить национально-культурную автономию. Его предложение, надо признать, было принято участниками съезда, и второй Всероссийский мусульманский съезд и принял документ под названием «Основы национально-культурной автономии мусульман внутренней России», где, кстати, впервые появилось название этнической общности в виде татары. Это говорит о том, что к этому времени дискуссии по идентичности татар, о которой мы с вами говорили на прошлой неделе, к этому времени эти дискуссии были завершены. И завершился процесс складывания татарской политической нации. – 22 июля, дорогие слушатели, в здании Казанского городского театра при совместном заседании 3 съездов
Это первого Всероссийского мусульманского военного съезда, это съезда мусульманского духовенства и второго Всероссийского мусульманского съезда. В торжественной обстановке была принята декларация национальной культурной автономии мусульман внутренней России и Сибири. Высшим законодательным органом автономии, а назывался он Мухтариат, провозглашалось национальное собрание этой автономии. Он получил название Миллят Маджлиса. Парламент, надо признать, наделялся достаточно широкими полномочиями и правами. В качестве исполнительного органа было образовано национальное управление, которое получило название Милли Идаря, из 3 назаратов, то есть 3 министерств. Это Министерство финансов, это Министерство образования и это Министерство по делам религии. Причем, мы как-то с вами говорили, что еще до революционное время татарские общественно-политические деятели требовали, чтобы духовное управление мусульман выбиралось самим мусульманским сообществом. Напомню, что муфтий подчинялся министру внутренних дел, так же, как он и назначался таковым. Поэтому вполне естественно, что духовное управление мусульман по данному положению оно становилось вполне самостоятельным и находилось в ведении уже национально-культурной автономии. Для проведения мероприятий по реализации данной автономии, подготовки созыва, собственно, самого национального собрания была избрана комиссия, так называемая комиссия Мухтариата, из 12 человек, в состав которого вошли уже известные нам крупные татарские общественные политические деятели. Это Фатых Карими, Хади Атласи, Газиз Губайдуллин, Терегулов, Хади Максуди и многие другие. И под председательством, конечно же, лидера татарских либералов Садри Максуди. Мало кто знает, что местом пребывания национального собрания была избрана Уфа. Заседание Национального собрания в Уфе прошло с 22 ноября 1917 года по 11 февраля 1918 года. И по документам мы знаем, что в работе Национального собрания, а проводилась она достаточно масштабно, принимало участие более 80 человек. Председателем собрания был избран Садри Максуди. И 22 же ноября 1917 года, то есть самый первый день заседания Национального собрания, был принят очень интересный документ, который получил название «Основы национально-культурной автономии мусульман внутренней России». И обращаю ваше внимание в виде законодательного акта, более того, в виде Конституции. Это была первая попытка документального оформления государственности татарского народа уже в новейшей истории. Здесь также не обошлось без дискуссий. В работе Национального собрания о себе заявили 2 группировки. Это так называемые тюркисты, түрекшілер они себя называли, и так называемые татаристы, то есть татаршылар. Тюркисты были сторонниками все-таки сохранения единства единого пространства, общетюркской культуры, духовной культуры, на основе религиозной, национально-культурной автономии. Наиболее активные разработчики этой программы – это тоже Гаязы Исхаки, это тоже Садри Максуди, это Хади Атласи. А татаристы объединяли преимущественно левые силы татарского общества. Это татарских меньшевиков и уже татарских большевиков. Вот среди таковых я бы назвал, например, Ильяса Алкина. Среди таковых я бы назвал Шарафа. И я бы назвал руководителя уфимской фракции Милли Шуро Галимджана Ибрагимова. Галимджан Ибрагимов – это особая фигура в истории не только татарской культуры, как классик татарской литературы, но это был блестящий оратор, это был очень
крупный, в то время признанный политический деятель, который в этот период активно занимался разработкой концепции национально-территориального самоопределения татарского народа. И, по сути, он был одним из идеологов вот этой фракции татаристов. В результате собрания, избранные для реализации этой культурной автономии, в резолюции уже от 29 ноября 1917 года принимает решение о создании территориальной, то есть государственной автономии в форме штата. Вот обратите внимание, как постепенно предлагаются различные модели национально-государственного устройства. Настолько события быстро и стремительно менялись в России, что татарские политические деятели очень быстро на это реагировали. То есть в момент, когда татарские либералы рассчитывали сохранить некое единство тюрко-мусульманского мира, кстати, об этом в свое время Гаспринский много писал, да? О котором мы с вами говорили. Гаспринский ведь был политическим деятелем, который, наверное, наивно полагал, что все тюрко-мусульманские народы Российской империи должны соединиться в единую нацию. Либералы были близки к этим идеям, и несмотря на то, что ситуация в новейшей истории России после февральских событий развивалась стремительно, очевидно, что некоторые еще надеялись сохранить вот это некое единство. Но это были, обратите внимание, политические деятели более старшего поколения. А вот молодежь, которая была вооружена вот этими левыми идеями, которая была вооружена идеями национального самоопределения, национально-государственного самоопределения, она в какой-то момент и смогла переубедить ту часть национального собрания и взять инициативу, главное, в свои руки. Таким образом, 29 ноября, повторюсь, 1917 года и было принято решение о создании уже новой модели, это в виде штата. 5 января уже 18 года Национальным собранием Максуди был избран председателем правительства, и в тот же день, что интересно, открылось Всероссийское учредительное собрание, на котором присутствовало 16 делегатов от мусульман внутренней России. Некоторые фамилии уже нам известны. Это Буланур Вахитов был депутатом учредительного собрания, Илья Салкин, Галинджан Ибрагимов, Фуат Туктаров. Всего 16 человек. И 5 же января было принято постановление о государственном устройстве России, постановление учредительным собранием, которым Россия провозглашалась Российской Демократической Федерацией. Однако вскоре, как известно, в январе уже 18 года учредительное собрание на основании Ленинского декрета было распущено. Уже 17 января создается комиссариат по делам мусульман внутренней России и Сибири во главе с Мулануром Вахитовым при Народном комиссариате по делам национальностей. Национальное управление, как исполнительный орган тюрко-татар, был распущен указом правительства большевиков. И национальное управление, первое, таким образом, правительство тюрко-татар окончательно прекратило существование в 1919 году после победы большевиков над Колчаком, который, кстати, надо сказать, тоже запретил деятельность национального управления. Далее, события разворачиваются очень стремительно. 6 января 1918 года, после провозглашения Российской Федеративной Республики, Национальное собрание объявило о рождении новой формы государственности тюрко-татар. Это Урало-Волжский штат. Был даже избран орган по осуществлению этого штата. Это коллегия Урало-Волжского штата во главе с Шарафом и Алкиным. Вот, кстати, в состав коллегии вошли очень многие общественные деятели, тоже, например, Галимджан Ибрагимов. Штаб-квартирой данного штата уже была выбрана Казань. 24 мая 2018 года было опубликовано положение
о Татаро-Башкирской Советской Республике, разработанный Народным комиссариатом по делам национальности совместно с комиссариатом по делам мусульман Средней России. И данный проект объявлял территории Южного Урала и Среднего Поволжья Татаро-Башкирской Советской Республикой. Главным разработчиком, составителем данного проекта был Муланур Вакитов. Вот, дорогие слушатели, по большому счету, территория штата Идель-Урал и Татаро-Башкирской Республики, они практически были идентичны. Это уже был третий проект, да? Национально-государственного устройства. Первый проект – национально-культурная автономия широкая. Второй проект – это штат Идель-Урал. Третий проект – Татаро-Башкирская Республика. И не случайно, как только появляется проект штата Идель-Урал, и уже формируется коллегия по реализации данного проекта, тут же появляется проект Татаро-Башкирской Республики. Сегодня ясно, что это была инициатива большевиков, проект, предложенный большевиками. Цель была единственная – это перехватить инициативу у представителей тех политических сил, которые пытались реализовать идею штата Идель-Урал, и был предложен альтернативный вариант в виде Татаро-Башкирской Республики. К этому времени был реализован проект Малой Башкирии, одним из руководителей которых был лидер башкирского национального движения, это Заки Валиди. Вот существует стереотипное мнение, что Заки Валиди будто бы выступал против создания Татарской Республики с включением в его состав некоторых территорий Уфимской губернии. Однако в реальности это не так. Он не являлся противником создания Татаро-Башкирской Республики, тем более Татарской Республики. Более того, в письме от 17 февраля 1920 года, подписанные Заки Валиди и некоторыми представителями Башкирской Республики при Центральном исполнительном комитете уже РСФСР, говорилось: «Мы, башкирские представители, гарантируем, что нет и не будет со стороны малочисленных башкир какого бы то ни было требования». В частности, в этом же письме также и указывалось, что башкир, я цитирую, в пределах Уфимского района Татарской Республики всего 355 772, тогда как татары, не включая Казанской, Вятской и Симбирской губернии, составляют 1 332 379 душ. Единственным их условием было, чтобы в названии вновь создаваемой республики не было термина татаро-башкирская, а только татарская. Они имели, по всей видимости, говоря о Уфимском районе, это Уфимский, Белебеевский, Бирский уезды, но и, скорее всего, Стерлитамакский уезд, который к тому времени также входил в состав Уфимской губернии. То есть, другими словами, Заки Валиди прекрасно понимал реальную этническую ситуацию на этой территории, понимал, что татарское население составляло там абсолютное большинство. Таким образом, усилиями Наркомнатса вся идея Волжско-Уральского штата была окончательно похоронена. Ее заменил вариант Татаро-Башкирской Республики. Территория вновь превратилась в арену боевых действий. Теперь уже колчаковцы сражались против Красной Армии на этой территории. И вот в этих условиях на Втором Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока, который проходил с ноября по декабрь 1919 года, и где Султан Галиев вновь попытался поднять вопрос о создании Татаро-Башкирской Республики, башкирская делегация официально заявила несогласие с этим проектом, выступила против создания Татаро-Башкирской Республики. И, как известно, еще в марте была образована уже Башкирская автономная республика. В связи с этим особым постановлением Политбюро ЦК Российской коммунистической партии большевиков
13 декабря уже 19 года отменила декрет Наркомнадзора о Татаро-Башкирской Советской Республике. В повестку дня стал вопрос уже об образовании отдельной Татарской Республики. По ее завершении был издан декрет в ЦИК от 27 мая 2020 года об образовании Татарской автономной Советской Социалистической Республики. 10 июня на заседании Президиума в ЦИК был утвержден персональный состав Ревкома ТАССР. На первом учредительном съезде Совета ТАССР был избран Центральный исполнительный комитет, на пленарном заседании которого 28 сентября и были организованы его президиум из 7 человек во главе с председателем Мансуровым и Совет народных комиссаров из 15 человек, председателем которого стал Саид Галеев. Вот в последующие годы татарская интеллигенция неоднократно поднимала вопрос о повышении статуса Татарской автономной республики. Попытки предпринимались и даже обсуждались в 1977 году, перед принятием Конституции 1977 года. Не все знают, что проект Конституции Татарстана как союзной республики был подготовлен тогда и обсужден в научном совете по национальным проблемам при секции общественных наук Президиума Академии наук СССР. Но он так и не был реализован. В связи с новой политической ситуацией, которая сложилась в Советском Союзе в начале 90-х годов и началом распада СССР, парламент Татарстана, как известно, 30 августа 1990 года провозгласил государственный суверенитет Республики Татарстан и принял соответствующую декларацию. 12 июня 1991 года первым президентом Республики Татарстан был избран Шамиев, а 6 ноября 1992 года Верховный Совет Республики Татарстан принял Конституцию, где было зафиксировано положение о государственно-административном статусе республики как суверенном государстве. В этом смысле можно сказать, что Татарстан стал ключевым и системообразующим становления новых федеративных отношений уже в новой России. Как справедливо подчеркивает президент Татарстана Минниханов Рустем Нургалиевич, нам повезло родиться и жить, быть полезными своему народу на родной земле, овеянный духом великого свершения наших предков. Сегодня Татарстан – территория, устремленная в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне. И где бы мы ни проживали, татары, мы всегда это чувствуем. Чувствуем единение и силу наших предков, силу нашего народа. Дорогие слушатели, уважаемые наши телезрители, на этом мы завершаем наш курс лекций, уроки истории по истории татарского народа. История непростой, порой драматичной, порой очень яркой, но очень увлекательной и интересной. И хочу я закончить словами нашего великого Тукая. Көңіл бірлән, сөйем бәхтін татарның, көрерге жанлылық вақтын татарның. Татар бәхті үшін мен жан атармын. Татар бит мен үзім дә шын татармын. Дорогие слушатели, а теперь я постараюсь, как обычно, ответить на ваши содержательные вопросы. Пожалуйста. 22 ноября 1917 года было собрание, и было разделение на две фракции – туркисты и татаристы. Какая была основная идея татаристов? Ну, я постарался на этот вопрос в ходе лекции ответить, но еще раз обращаю ваше внимание. Основные дискуссии в татарском обществе между политическими деятелями, общественными деятелями шла по ключевому вопросу. Для татар приемлема национально-культурная автономия в силу того, что это дисперсная нация, или все-таки национально-территориальная автономия? Вот как раз в ходе национального собрания и возникает в очередной раз эта дискуссия. Тюркисты старались все-таки сохранить некое единство тюрко-мусульманских народов хотя бы внутренней России, то есть татар и башкир, и создать единую для них национально-культурную автономию. Татаристы прекрасно осознавали к этому времени, что так как башкиры
объявили о создании собственной автономии, что о единстве между татарским и башкирским народами в рамках национальной культурной автономии на этот момент уже речи не было. И поэтому они были сторонниками территориальной автономии. Поэтому, по сути, и произошел раскол в работе Национального собрания. И дальнейшие события настолько стремительно разворачивались, что и появляются уже новые проекты по национально-территориальной автономии. Штат Идель-Урал, Татаро-Башкирская республика, ну и вдруг как Татарская ССР. У меня еще один вопрос будет. Почему лидеры башкирского национального движения там, в лице Заки Валиди и других не поддержали проекта Татаро-Башкирской республики? Да, вопрос очень непростой. Они ведь не поддержали и проект штата Идель-Урал и Татаро-Башкирской республики. Но, откровенно говоря, татарские либералы, в целом лидеры татарского национального движения очень рассчитывали на единую автономию. И исходили из того, что близость культуры, близость языка во многом способствует тому, что все-таки эти два народа должны были составить какое-то некое единое целое. Ну, где-то, может, татарские национальные лидеры и несколько снисходительно относили к факту формирования башкирского самосознания. Однако все-таки время показало, что у башкирского самосознания было сформировано в это время. И факт образования Малой Башкирии еще в 1917 году как раз и подтверждает это. Ну и кроме того, не надо забывать, что в башкирском национальном движении ярких фигур было не так много, да, вот Заки Валиди, и поэтому он был такой вот концентрирующей фигурой, вокруг которого там все концентрировались. Татарское общество в этом отношении оно было более широко представлено, было много движений, много лидеров, у каждого был свой проект. Дорогие мои слушатели, к сожалению, время пролетело очень быстро. Мы на этом с вами прощаемся. Я также прощаюсь с нашими уважаемыми телезрителями. Надеемся, это наша не последняя встреча. Нас ждут новые проекты. До новых встреч. До свидания.